Syrkyyte kaate, voi lopta pelissä. Tässä vodzie se oktod. Vodzin mijan litaje. Sylillisni odigen. Syrkyyte kaate, voi lopta pelissä. Voi lopta pelissä. Voi это бобр. Ой, да, бобр. Бобриный хвост. Ну вот. Бездельника оставили. Тää muikä kypädän polna ja. Это сейчас мы чеча. Полностью поднимем. Та вода заходит. Лак! Давай, купать, Денис. Ок, давай. О. Все. Тропинку не найти. Вот это да, заросло тут. Давненько я тут не ходил. Вообще ужас, блин. Здесь конной косилкой косили раньше. Что происходит тут? Все это луга были. Все заросло как. Лок! Опять будет лаять там. Что-то замолк. Или лок-то идет. Может, переплывает. Что-то перестал лаять. Вот они, ловушки. Ловушка Олега. Вон. Вот так вот. Вставлял на куницу, на горностая. Надеюсь, видно. Вон так. Хоп. Все, короче, сгнило уже. 100 лет прошло. Чем только я не занимался раньше. Не, наверное, он переплывает. Сейчас догонит. Что-то тишина. А, пришел. Ну вот, молодец. Недолго пришлось ждать. Скоро и вместе с нами. О, лисички. Не, лисички даем. Ну и тут должны они быть. Они всегда на одном и том же месте растут. Здесь 2 места, нет, 3 места я знаю. И со стороны избушки там можно сходить вон. Мелкие, конечно, еще. Здесь, вон там. Вон они. На жаркое наберем, Денис. Это 100 пудов. Так что сегодня или завтра, на завтрак уже. Сегодня поздно мы приедем, а завтра уже на завтрак или на обед уже из грибов блюдо будет. Так. Здесь переход, конечно, не очень так хороший. Хорошо, что воды сейчас нету. Второе ведро хотели взять, забыли. Для грибов, конечно, для лисички лучше ведро. Так. Дошли до нашего секретного места. Ну, в принципе, черника на первый взгляд есть. Можно набрать там. А сколько соберем, что есть в наших силах, то и наберем. Так что не знаю, насколько большой участок тут, но здесь вот хорошее начало.
Думаю, пару литров-то наберем. Дай мне антикомарин, Мелли. Ладно. И уже очень вкусный, между прочим. Сладкий. Сладкий, да. Антикомарин заканчивается. Последние тюбики уже все. Такие уже не купишь. Фух, комарья, конечно. Спотел ужасно. Так что все, начинаем собирать. Так. Ну, мон, Тулан, мон. Мон. Гуляй вообще. Подряд будем собирать. Очень душно на улице. Ветра нету. Тучи пришли, вот ветер вообще стих. Вообще тишина. Сколько хватит терпения, пособираем и свалим отсюда. Ягода в этом году очень мелкая. Заметно мелкая из-за того, что нету дождя. Мало дождей у нас. Когда дождливые погоды, они быстро набухают, сочные становятся, в 3 раза крупнее, чем в этом году. Ну, потихоньку собираем. Конечно, машинкой мусор дофига. С таким мусором даже сейчас принимают. Ну и раньше принимали также. Скажем, чищенное за 60 рублей, не чищенное 50 рублей. Грубо говоря, не знаю в этом году как собирают, за сколько сдают. Вот. Для сдачи мы не собираем, это для себя. В основном замораживаем и всю зиму пьем морс, так скажем. Быстро варить за 5 минут. Вообще ветра нету, вообще. Полный штиль. Пока собирал чернику, вдоволь наелся морожки. Морожка спелая, вообще переспелая уже. Вон они. Ну вот, вкус вина. Они сейчас как бы бродят уже. Действительно. Если много наесться, то опьянеешь. Очень вкусно. Перебор уже. Спелые. Все, последний. О, оказывается, Денис сейчас выгрузил и там уже наполнилось все. Это последний кузов. Все больше сегодня
собирать ничего не будем. Что осталось, это для хозяина тайги. Оставим. О, полное ведро, считай. Крышка закроется. Вот такое место. Вот такое место. Спасибо болоту, что нам дала черники. Что, Денис, пойдем? Очень много комаров, мошкары, прям невозможно. Немножко чуть-чуть поднимается ветер. Фу, давай задерживаться не будем. Пойдем. Пойдем, там еще по пути грибы соберем. По КЦ, не забудь. Целое ведро. Вполне достаточно. Для первого раза хватит. У нас еще второе место есть, где можно собирать. Но это уже совсем другой день как-нибудь. Если приедем. В один день все. Не будем собирать. Вот так. Ну, килограмм 6, наверное, будет по весу. Набралось. Следы лося. Что, я думаю, не ухтит. Лось прошел. Да вот. Будем собирать грибы. Фу. Тяжеловато, конечно. Так, это ножом, да. Вот так. Они всегда чистые, не надо смотреть. Набирай. Набирай, Денис. Вон сколько мелких еще только-только выходит. Совсем мелкие. Вон они. Мелкие оставим. Раньше. А это что, он умирает или что тут делает? Или живой? Непонятно, что он там творит. А? Все. Старается он. Мясистые они, грибы эти. Вон он, Денис. Смотри. Эти грибы за границей в основном везут. На продажу их не оставляют в России. Все за границу. Или в ресторанах дорогих. Элитные грибы. Только элита его кушает. И простой народ, кому не лень ходить в лес. Да их много, вон там вообще они мелкие еще. Мелкие еще. Вон там. О, здесь дофига. Вон они. Настоящие лисички. Покажем народу, как собираем мы лисичку. Лисички-то есть. Он хрупкая. Это сразу в ведро потом переложим, как в избушку придем.
собирай. Вот они. Собирай, Денис. Уйди туда, ну иди, вон. Хрустит даже. Скрипит-то, если не хрустит, а скрипит. Первые грибы 20-20. И в основном лисички попались. Вот такая охота. Охота, брат, охота. Вот. Основное набрали. Так. Так, еще там пару кустиков может быть, но туда уже не стоит ходить. И еще одно место тут, тоже в стороне. Тоже уже туда идти не будем, потому что на жаркое, в принципе, мы набрали. Здесь грибы и красноголовики еще на избе штук 5 или сколько. Ну-ка, покажи, сколько там получилось. На жаркое хватит. Хватит нам, куда еще больше. Пойдем домой, избушку. Не по пути, но не поленюсь. Все вещи оставил. Схожу к тулану. Активно кого-то лает. Понимаю, если куница, белка нам не нужна. Теперь это нет, лает еще, смотрит. Чага здоровая вон. Хорошо даже лает. Кто там? Фу, блин, деревья высокие. А, вон он, увидел, белка. Белка. Маленькая белка, вон там. Короче, на той пихте был и перепрыгнул на более крупное дерево. Даже не шевели. А, вон, я вижу его. Вон. Блин, как же вот этот сучок маленький. И прямо отсюда, вот, если прямо смотреть, на сучке там лежит, да. Он сейчас может шевельнется сейчас. Вон, хвост, отчетливо я вижу его. 8 метров от меня. Нет. Можно, конечно, пнуть. Он дернется. Отвлекать собаку вообще не буду. На белку. Пускай. Залаял и молодец. Отработал свое. А чтобы вот так гонять белку там, интерес проявить у собаки, у меня такого не будет. К белке 0. Собака должна работать по другому направлению, как и раньше говорил. Так. Чага, конечно, мощная вон. Здорово. Вот такие делишки. Ну вот. Моторка спустилась. Чуть-чуть не успели. Фу, Ванька с Алексеевки. Ну вот. Точно он. Потому что он вчера
Я видел, поснимал даже, как он поднимался. Фу, на этом гибриде моторка. Вот это да, жара, блин. Тучи, смотри, какие идут. Рано или поздно, наверное, дожди начнутся. Давай, Денис, отцу. Зачепук-то. Залезем. Уйди, Тулан. Надо осторожно. Крышки нету, ничего нету. Ну да. Первое место. Пышься кут. У тебя 4 лапы. Господь. Так. Осторожно. Вот это что? Хитер, блин. Сейчас я нормально встану. Все. Давай. Не спеши. Вон есть медоса. Господь. Фу. Шаг-тен для мед. Осторожно. Для двоих чуть-чуть маловато, конечно, лодка. Одноместная, считай. Просто мы не такие легкие. Хорошо. Плюем. Вот. Здесь хоть чуть-чуть ветерок. Все, собака пошла уже. Боюсь повернуться. Молодец. Лок. О, сегодня уже получается, Денис, уже, смотри. Все, меньше уже бультыхается. Лок, молодец. Давай, лок. Опа. Осторожно, Денис. Молодец, давай. О, сейчас уже 4 лапы уже работают. И быстро он перешел. Все, я свое добился, ребят. Это уже хороший результат. Он дальше будет так переплывать. Уйди. Блин, на чернику ты там все разбрызгаешь. Ну вот, мы на избе. Фу. Так, осторожно встать. Потом чуть позже лодку поднимем. Так, Денис, это каятаян. Осторожно, как ведро с яйцами несу, чтобы не споткнуться, чтобы не вывалилось ничего. Фу. Ну вот. Все, наконец-то. На избе мы. Так. Хороший урожай нам дало болото. Так. Ну что, тут чисто. Вот смотрите, сколько лисичек мы набрали. Вот такое ведро. На жаркое хватит. Потом у нас еще почти такое количество красноголовиков, 1 окушок, ну и черники литров 10, наверное, тут. Больше сегодня уже ничего больше уже сегодня делать не будем. Мы решили собраться и уехать домой, потому что тучи собираются. Боюсь, что будут дожди и дорога вообще испортится, очень скользко будет. Да и работы тут, кроме этих кирпичей, у меня ничего не осталось. Все, в принципе, мы сделали. Осталось только кирпичи отсюда перебрать, более кто хороший занести и к печке сложить там. Вот. Территория, в принципе, все убрана. Одним словом, собираемся мы. Поход заканчиваем очередной. Тулан молодец, перешел. Сейчас уже
Вообще идеально перешел речку. Вон пассажир сидит, устал, бедолага тоже. Сегодня целый день с нами был. Ну что, изба? Сейчас мои зрители, подписчики моего канала, официально, уверенно могу сказать, что изба полностью готова. Ремонт закончился. Все, что я хотел, сделал. Осталось чуть-чуть только обложить кирпичами, чтобы там не валялись. Это уже в другой день, другой поход будет. А на сегодня уже будем сегодня уже будем заканчивать. Все постельное я повесил. Ну и в принципе мышей нету, но пускай так будет. Подушку так оставил. Больше места нету куда-либо вешать. Одним словом, дверь также открытым оставляю. Чайник на плите, котелок тоже на полке, дрова здесь, дрова, там дрова, короче, и для костра там под навесом дрова тоже оставил. Одним словом, что еще? Этот бардак пока пусть так будет. И между прочим, пусть дождь польет и сам этот раствор, как его, отвалится с кирпичей. Не надо там лишний раз топором там разгребать, одним словом. Так, ну все, пускай так будет. Все порядок. Оставляю все в порядке. Ничего так не раскидано, чтобы люди приходили, ночевали без проблем, но только порядок, чтобы следили за порядком. Все убрали же за собой. Для продувки там все также оставляем открытым. А мы поедем. Тулан уже лег, наверное. Коль. Молодец. Нагулялся. Все, едем домой. Солнце спряталось, вообще не видать. Выезжаем. Наверное, в этом году в основном мы ездим по этой дороге. Больше никто на машине сюда не ездит. Много ездят этим на лодочных моторах ходят. В основном все перешли на лодочные моторы. Даже на мотоцикле не увидишь никого. Ну и выше нас уже все, дороги нету. Там размыло всю дорогу. И если моста не будет, и у нас дорога закончится. Пока мост через эту таежную речку есть, будем ездить. С каждым годом все хуже и хуже становится.
или в 10-м простоял этот мост. Еще одно, да, одно место. Объезд небольшой сделали. Вроде здесь можно проехать, но такие колеи там. Вот тут. Вырубать уже начали тут. Здесь делянка, деловой лес для сельского населения. Вот, смотрите. Ну да, боковой есть. Вот так, ягодные места, грибные места так вырубают и ничего не останется. Но это все делается легально, это легальная делянка. Жалко, что от села вообще близко, вообще рядом. Наверное, кто-то выписал, хочет что-то построить, там, баню или же амбар, но в основном баню, наверное. Вот так. Раньше тут, конечно, мы собирали, да и вся население сюда ходит, собирает грибы и ягоды. Голое поле здесь делают, вырубят. И красивая картина остается. Еще одну историю расскажу. Короче, один раз я тоже так выписал древесину. И здесь недалеко была делянка тоже. Не знаю, на 1,5 километра от этой дороги в стороне. Короче, выписал и свалил все это дело, деревья. А чтобы вытащить, трактора нету. Вообще проблема такая была с тракторами. Время поджимало, думаю, все, хана. Сейчас лесники оштрафуют, накажут за то, что не вовремя я туда дернул древесину. Потом подвернулся Т4, короче, еще Госпромхоз работал, Т4. Они для себя что-то там тоже колымели, для частников. Ну, я подошел, давай, говорю, у меня там 3 воза надо вытащить. Побыстрее вытащим. Без проблем я оплачу все это дело. А они бухие, короче, блядь, поддатые. Заехали, не помню, одну пачку там успели, нет, вытащить. Короче, делянка у них. Что-то проблема стала с сцеплением, и
вообще не смогли вытащить дерево. Древесину. Думаю, хана, блин. Дела не идут. И Нива, вон, смотри, какая-то. Развернулся. Сейчас остановится, но тут тоже уже вытащили. Это с другой делянки, получается, дрова. И вот с этим Т4 у меня ничего не получилось. Я даже и не помню, этот водитель уже умер. Если в настоящее время его уже нет в живых. И я работал у частного предпринимателя в лесу. Короче, я к нему подошел. Так и так, я говорю, надо вытащить дрова из леса. День работы. Он, короче, подумал, отдал мне трактор. И опять проблема. Опять проблема. Дорожники. Вот уже к весне дело было. Дорожники закрыли дорогу. Ну, на тракторе не проехать. А уже ручьи большие шли там, чтобы переехать, уже невозможно было. У меня давление вообще подскочило, думаю, как я вытащу этот лес. И немножко повременили, одним словом. И этот же предприниматель, как сказать, дал все-таки мне другой, через недельки две, наверное, уже вода с ручьев там как бы упала, и смогли мы перейти. 55-кой, наверное, мы вытащили, да, 55-кой мы вытащили этот лес. После этого я вообще перестал выписывать этот лес, чтобы выписать, там, свалить, вытащить. Это такая головная боль. Нет. Дешевле, знаете, лучше немножко подкопить, и тебе уже готовый сруб. Ну вот сейчас вот баня, скажем, 30 тысяч готовый. Вот 30 тысяч ты оплатил, и это с доставкой уже сруб полностью тебе привезут домой. Ну, моя такая точка, как зрения или что там. Я так размышляю и говорю. Мы уже подъехали. Смотрите, ой, блин, все грязно. Дождик немножко начинался. Мы уже в Алексеевку заехали. И буду заканчивать фильм, ребят. Спасибо всем, кто досмотрел очередной сериал. Спасибо всем, кто поддержал лайками все мои серии. А на этом все. Всем пока и ждите новые сериалы. До новых встреч.